Прошу суд возобновить судебное следствие, вернуться, значит, к изучению некоторых материалов. Вместо речи подсудимых слово взял обвинитель. Ему было что ответить на ошибки, указанные защитой во время прений. Адвокаты считают, что ряд обысков были незаконными, поставили под сомнение допустимость экспертизы и нескольких вещественных доказательств. Защита была против возобновления судебного следствия, материалы уже изучались, но суд ходатайство удовлетворил. Адвокаты обратили внимание, что некоторые вещи, которые присутствуют в деле, просто невозможны, и свидетель обвинения, следователь по тому делу, должен был расставить все по местам. На чем вы добирались для начала? На служебном автотранспорте добирались. На автомобиле? На автомобиле, да. Протокол обыска был составлен 6 апреля минувшего года в Казани, а в половине 5 утра того же дня начался обыск в Подмосковье, в доме, где располагалась нарколаборатория. В связи с чем так произошло, что произошло? То есть изначально вот это постановление о производстве обыска, мной был подготовлен 5 числа перед отъездом. То есть набито на флешке было. То есть точный адрес у нас дома не было на то время установлено. Приехав в город Москву, значит, приехали мы 5 числа вечером или поздно ночью, установлен был точный адрес, и в ближайшем отделе мной было вынесено это постановление. То есть с указанием конкретного адреса. А город Казань – это техническая ошибка. То есть я просто пропустил этот момент. Таких моментов в деле защитники обнаружили несколько, но, как считает обвинение, сути дела и факта преступления это не меняет. Это оперативная съемка обыска в той лаборатории в Истринском районе Московской области. Располагалась она в бане дачного дома на окраине садоводческого товарищества в деревне Талицы. Вышли на нее после задержания Рустема Фетисова, ранее судимого жителя Казани. В ходе досмотра у мужчины изъято более 21 грамма мефедрона, а также мобильный телефон с фотографиями лаборатории, оборудованной для производства наркотиков. Задержанный признался, что наркотические средства ему поставлял знакомый. В лаборатории задержали Руслана Воробьева и Рустема Фетисова, оба жителя Казани. Они сами не отрицали, изготавливали наркотики. Здесь что делал? Химиком? Что производил? Не знаю, он по рецепту варил. Что варил? Не могу знать. И что, как называется? Не знаю, делал хорошо. О том, что подсудимые сами выдали им и оборудование, и наркотики, говорил и свидетель сегодня на процессе. Вы подтверждаете данное обстоятельство, что они выдали добровольно? Да, то есть не принуждали их, они дали, участвовали. А в чем выражалась их добровольная выдача? То есть они никак не сопротивлялись и, получается, сами показывали, где все производили, где все лежало. После того, как обвинение даст объяснение по всем вопросам, которые возникли у защиты, суд снова перейдет к прениям и вновь подойдет к тому, что должно было произойти сегодня. Последнему слову подсудимых, предшествующему приговору. За изготовление и сбыт наркотиков в крупном размере молодым людям грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Рамиль Шайдуллин, Наиль Абдуллин, вызов 112.